думаете, будет ли работать мера, введенная Кабмином, о запрете на вывоз наличными 10 тысяч долларов для граждан Кыргызстана? Будет ли работать? Ну почему? Законы, постановления принимаются, чтобы они работали. Здесь теперь важно, кто и как будет работать, кто и как будет контролировать. Я здесь однозначно ничего не могу сказать. То есть всегда есть человеческий фактор, да? Обязательно, обязательно. Тем более у нас больше 10 тысяч долларов даже, по-моему, в карман разместить тяжело. Я, когда выезжаю за пределы республики, пользуюсь всегда наличными. На карточке я перешел буквально после Нового года. Ну, у меня такой проблемы нет. Вы столько не вывозите? Мне, во-первых, таких денег нету, и, во-вторых, вывозить, завозить мне такой проблемы нет. Допустим, вы поехали за границу, вы берете с собой карту? Ну, 3-4 тысячи карточку беру. Ну, для населения большая проблема, потому что сейчас в условиях санкций наш народ как-то выкручивается и фактически осуществляет экспорт в скрытой форме. И то, что ограничения, они, конечно, создают неудобства. А эта мера, как вы думаете, работает? Она будет отчасти работать, но она создаст больше коррупционную систему для тех, кто будет пропускать. Ну, к большому сожалению, это говорит о том, что мы не производители, а мы лишь экспортеры. Было бы хорошо, если бы заводы, фабрики работали. Поэтому эта мера вынуждена для государства в целом, создает неудобства для граждан в частности. Здесь надо золотую середину найти. За границу уезжать, ну туда, вы же сами знаете, ездите, когда отдыхать. Зачем столько наличности? Если нечего, ну, если вы за покупкой не едете. А так я картой пользуюсь всегда. А как вы думаете, эта мера будет работать, которая введена Кабмином? Ну, я не знаю, честно говоря. Я не знаю, на что они ссылаются и почему они хотят так это сделать. Хотя Нацбанк сказал, что валюты хватает. Когда я уезжаю за границу, я пользуюсь картой. Вот то, что они ввели, ну, вы знаете, в последнее время, если посмотреть, то и тот же Казахстан, Россия, они же внесли изменения в закон именно о запрете вывоза валюты. В связи с тем, что начал отток долларов. И вот в последнее время у нас в Кыргызстане почему в обменках, в банках уже как бы очень было трудно найти доллары. Все говорили, что нет долларов, а их вывозили. И я думаю, это с одной стороны как бы удержать рынок, это правильно, но с другой стороны опять-таки бизнес она как-то мешает, если человек хочет как завозить что-то, им очень сложно будет теперь ввозить. Ну, а если мы будем говорить о безналичном расчете, то там никаких запретов нет. Они могут все это в безналичном расчете уже перечислять. Ну, если вдруг собираюсь, то карточкой пользуюсь в основном. А если наличные берете, то сколько? Смотря куда. Если в командировку, то денег вообще не беру. Зачем командировки? Деньги. По личным делам немного, там 2000 долларов максимум, да? То есть проблемы с запретом на вывоз 10 тысяч долларов у вас? Нет. Ну, кстати, это тоже, знаете, там на самом деле палка двух концов. То есть, если человеку нужно на лечение, значит, ему нужно справку, что ли, откуда-то получать, да, каждый раз. Или как они собираются это регулировать, каждого будут проверять, в карманы залазить. Это вызывает огромное неудобство для самих граждан. Конечно, возможно, это может быть там какой-то сдерживающий фактор о дефиците именно иностранной валюты, может быть, да, но как это все будет регулироваться, вот в чем вопрос, да, и нужно смотреть, там эти же таможенный контроль, который за этим всем следит, там же опять возможны коррупционные какие-то методы, вот в чем проблема. Ну, очень сложно сказать. Я, конечно, согласна с тем, чтобы не вывозили, потому что у нас сейчас, вы сами знаете, что очень остро стоит вопрос, чтобы купить доллары в нашей стране. Я, конечно, за, но насколько это будет работать, это постановление, у меня, конечно, большие сомнения есть. Запрет койгон мен точно билбейм. Бирок бүгүнкү күнү бизде ишкерлерибиз бар. Бизнес тармагында бир топ чет мамлекетке чыгып, мына ошол жерден соода кылат, же болбосо бир
ошол жака барып товар алып келгендер көп да. Мына ушуларга бир мындай бир запрет койгондой болуп калат. Бул дагы бир мындай жакшы эмес го дейм да. Бул деген биздин жарандарды тоноо. Эми азыр биз андай өзүбүздөн производство чыгып аткан болсо, өзүбүздөн элдер завод фабрикада иштеп аткан болсо, мына ушул маалда гана мен бул жеке оюм, ошол маалда запрет койсо болмок да. Биз анчалык доллар менен чыкпайбыз. Анчалык долларда кармай элекпиз. Кармап башка жака чыга тургандардын бир кызыкчылыгы болушу мүмкүн. Мен ага мындай анчалык деле маани берген жокмун. Вообще у нас, ну как и у женщин, вопрос стоит. Вначале надо было маму слушаться и выходить замуж за правильного мужа. А когда ты уже выходишь, потом уже воспитывать это бесполезно, как и с долларом. Мы должны вначале какие-то вещи с самого начала выстроить, какие-то планы, да? То есть свою игру. Но если мы по ходу начинаем вот эти примитивные вещи делать, как вот с акцизом и так далее, она у нас не приведет ни к чему хорошему. То есть мы каждый раз, человек, если не официально, то есть неофициальные пути. Когда мы видим, что иногда ловят по несколько миллионов долларов, то, что через с Узбекистана к нам перебрасывает. И мы каждый раз в тень загоняем. Мы должны с самого начала, в общем-то, по-настоящему все реформировать. Вообще банковский сектор должен быть тайным. Мы не должны следовать, допустим, Америке или кого-то, когда нам выкручивают руки, говорят, давайте там борьба с терроризмом. Слушайте, нам надо бороться с бедностью, поднимать экономику. И если соседние страны, те, кто там когда-то, может быть, не совсем хорошими путями заработал деньги, нам какая разница? Пусть у нас в банке хранят, тогда у нас будут доллары, и не надо будет ограничивать. Если, не дай бог, сейчас сом рухнет, это катастрофа будет. Поэтому, наверное, это вынужденная мера, я думаю, нужная. Я думаю, можно с пониманием. Ну, видите, на каждом кто-то начинает пытаться какую-то мгновенную коррупционную схему строить. Ну, эми менде биринчиден андай акча жок, буюрса болуп калар. Экинчиден эми чындыгында бүгүнкү күндө тартыш болуп аткандан кийин сырт жака алып чыкпагандын жолун карап атат деп ойлойм. Анткени мына көрүп атасыздар, күндөн күнгө доллардын тартыштыгынан биздин жөнөкөй жарандарыбыз кээде мына биздин көпчүлүгүбүздүн мына Америка Кошмо Штаттарында, Англияда, тияк-бияктарда жумуш жасап, акчаларын которуп атат да. Которуп доллар кылып алайын десе, бул жерде мына көрүп атасыздар, доллар жок, тартыш болуп атат. А биздин өзүбүздүн өлкөдө тартыш болгондон кийин мен деле сырт жака чыгып кетишине каршы болот.